Первое совещание министра экономики с руководителями предприятий связи носило скорее ознакомительный характер. В соответствии с распоряжением президента Рауля Хаджимба, вопросы, связанные с управлением и надзором в области связи, закреплены за Министерством экономики Абхазии. Мы посчитали нужным встретиться со всеми участниками рынка, пригласить сюда управление, надзор, то есть АПС здесь? Да, вот АПС. То есть всех игроков в частном секторе, кто находится, и государственные органы, которые регулируют и в сфере надзора. Заместитель начальника Госуправления связи и массовых коммуникаций Дмитрий Осия рассказал о своем видении развития отрасли связи. При этом он выделил несколько приоритетных направлений. В их числе проведение магистральных оптических кабелей, чтобы во всех городах и районах Абхазии у населения была возможность пользоваться высококачественным интернетом, наличие мобильной связи во всех населенных пунктах, а также необходимость обеспечения беспроводного доступа к сети Wi-Fi в общественных местах. Руководитель службы госнадзора за деятельностью в области связи Беслан Халваш отметил, что в некоторых населенных пунктах жители препятствуют установке передающих станций, мотивируя это тем, что они представляют опасность для здоровья. Например, именно по этой причине в высокогорном селе Псхо до сих пор нет мобильной связи. К нам обращаются люди, да, вот они не хотят, чтобы это было установлено и что это вредит их здоровью. А санитарных норм у нас утвержденных нету. Мы пользуемся российскими, да, у нас буквально в Кутоле такая тяжба была, мы с вашим техническим директором, значит, и мы не смогли этим людям объяснить, что базовые станции находятся, даже просто пользоваться мобильным телефоном для них вреднее, чем, допустим, воздействие этой базовой станции, которая там за несколько километров от их дома находится. И да, это проблема, нам нужно утверждать санитарные нормы. Что касается установки беспроводного доступа к сети Wi-Fi в основных общественных местах, то такая услуга уже предоставляется частными компаниями, и география зон, покрытых бесплатным Wi-Fi, постоянно увеличивается. Кроме того, благодаря договоренности Министерства внутренних дел с руководителями предприятия «Система», по всей республике установлено несколько камер видеонаблюдения. Наша компания, в принципе, не имея на то особо больших возможностей, тем не менее пытается быть полезной для республики, потому что, кстати, по нашим камерам, вот министр внутренних дел, когда отчитывался, озвучил цифру 15 камер, и эти камеры установили мы. И, в принципе, камер помимо этих намного больше. Но суть в том, что если государство способно оказать какую-то поддержку, я бы, наверное, в этом направлении тоже задумался. Это, в первую очередь, наверное, строительство самого какого-то центра хранения данных. В завершение совещания были определены первоочередные задачи на ближайшее будущее. Из того, что мы сегодня обсуждали, первое, это значит доступ именно тех населенных пунктов, в которых нет пока оптоволокна. Мы выделили именно город Тхуарчал, там действительно этого нет. Мы решили с вами сделать следующим образом. Значит, заявки управление собирает, те компании, которые готовы туда проложить. Укажите, пожалуйста, проблемы, которые есть. Что касается точек бесплатного доступа к сети интернет, Wi-Fi, да, по всей Абхазии, список вы нам предоставляете. Опять же, в этом списке просил бы вас отметить те точки, которые уже есть, и компании, которые организовали это бесплатно. Это очень важно, люди об этом, кстати, не знают. Насколько я услышал от коллег, здесь наши друзья готовы это сделать за свой счет в какой-то степени. АЖД сделает это на вокзалах, там, где это необходимо, там, где вокзалы работают действительно. Представители предприятий связи готовы приложить максимум усилий, чтобы население и гости Абхазии пользовались качественным современным продуктом, так как развитие данной отрасли выгодно не только государству, но и всем, кто трудится в этой сфере.